Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Каким путем поведут вас высшие силы по вашей судьбе? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своем будущем, планах, надеждах и мечтах. Надеюсь, вы настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, каким путем поведут вас высшие силы по дороге вашей судьбы. Так, ну здесь, конечно, много всяких хитросплетений вышло, но мне очень нравится, что перед вами идет развилочка. У вас два варианта. Один вариант, я так понимаю, он более, скажем, такой женский идет, да, категории light. Второй посложнее. Возможно, на мое гадание, да, зашли девушки такие, которые более жесткие, такие вот амазоночки, да, которые привыкли драться с жизнью, с обстоятельствами, со всякими сопротивлениями, да, и зашли девочки, которые очень нежные и хрупкие. В любом случае, я вижу два пути, они абсолютно разные, поэтому я буду трактовать для одних и для других, а вы уж для себя выбирать. Возможно, вы вообще смешанный тип, такая, знаете, душевная амазоночка, и тогда вам и тот, и другой путь, он также подойдет. Начну я с того, что у вас ваши все перемены в жизни, они начинаются с какой-то благой вести. Вы получаете, что с правой, что с левой стороны, благую весть о будущем, о счастье, о каких-то возможностях, о каких-то шансах. И вы, вдохновившись этой новостью, вестью, вы чувствуете себя окрыленной. То есть вам всегда нужна мотивация. Вы человек, который привык к тому, что в жизни ничего просто так не дается. Одни из вас верят в чудо, а другие привыкли это чудо выбивать. Да, вот прям с кровью выбивать это чудо себе. И тот, и другой подход имеют право место быть. Но вы, мои милые, всегда должны вот именно быть под какой-то музой, да, чтобы вас вдохновили. Дальше. Для девочек слабеньких и нежных, да, вот которые именно такие вот ажурные, кисейные барышни, у вас, мои милые, идет обязательная проверка вас именно на стойкость, вас именно на длинные коготки, на то, что вы кошечка не только ласковая, но и умеющая показать, кто она такая, да, отстоять свое место. Я понимаю, что вам это сложно, вам сложно на это решиться. Вы человек абсолютно бесконфликтный, очень добрый и душевный, но вам в жизнь будут таких триггеров давать, чтобы вы себя проявили. Здесь будут и примеры дурные, скажем так, да, условно, и люди, которые будут вас доставать. Я вижу, что вы все-таки пойдете по этому пути, вы отрастите коготки, вы научитесь плохим словам, и я вижу, что вам будет бой. У вас соперница идет, соперница очень жесткая, соперница очень наглая, и соперница, которая вас, ну, скажем так, ни во что ставить не будет. Да, она скажет, да, она там дюймовочка, да, что она против меня, а вы ее неприятно удивите, вы такую ей затрещину дадите. Лететь долго будет, вспоминать еще дольше будет, но поймет, что по справедливости дали. Она вас потом зауважает. Она потом еще о вас будет вот прям говорить с таким этим вот. Представляете, вот бывают же такие девушки, да, тихоня, как дала мне затрещину, так искры у меня из глаз посыпались. Здесь вы отобьете свое. А что ваше? Счастье ваше. В личной жизни счастье ваше. Знаете, это тот путь, когда вам придется именно выступить, да, с мечом в руках против того, кто на вас нападет, да, кто нападет на ваш дом, кто нападет на вашего любимого человека. Но не в плане того, что нападет, да, атакует, а в плане того, что его попытаются забрать. Это будет ситуация достаточно
Для вас, вы знаете, вы для себя даже не будете ждать, как вы вот видите, вы вот берете в руки вот такую прям аж меч, косу, да, и начинаете рубить, рубить, и вы не чувствуете ни страха, ни усталости, ни какой-то там, не знаю, совестливости, да, вы за свое боретесь, и это большой плюс для вас и для вашей кармы. Вы знаете, вас и на работе тоже к такому принудят, то есть где вы за себя поборетесь, за свою правду, за свою должность, за свое положение, и вы войдете во вкус. Вы знаете, вы не потеряете своей нежности, но вы приобретете вот эту стойкость, то есть вы перестанете быть тепличным растением, вы станете прекрасной такой, знаете, как это вот говорят, цветок, который, да, сам по себе, он растет, он в дикой природе растет, его там обдувают ветра и поливают дожди. Вы такой станете, вы раскроетесь. Вы знаете, вы при своем, может быть, у вас такой даже голосок очень тонкий, и вы такая вся хрупкая. По крайней мере, душевная конструкция у вас очень такая хрупкая. Вы поймете, что вы не только хрупкая, но вы еще и очень эластичная, что вы можете настолько сильно сгруппироваться, что о вас руку можно поломать. Вот так вот, мои милые. Здесь судьба будет вас вести, высшие силы вас будут вести к тому, чтобы вы действительно одели доспехи на себя, чтобы вы проработали эту часть и никому, ни при каком условии, ничего своего не давали, не дарили. Как только вы начнете бороться за себя и за то, что принадлежит вам, по закону, по справедливости, вы поймете, что вы с каждым разом все больше и больше и больше будете получать от судьбы. Здесь перспектива очень прекрасная для вас, мои девочки. Тут, в принципе, две перспективы хорошие, но для вас она вот такая, знаете, вот прям, ну, женское счастье, да, вот прям все, что входит в это словосочетание, это ваша перспектива. Для других девочек, которые у нас боевые девочки, да, у вас идет ситуация того, что вы будете принимать, вы будете смирение получать. Здесь вас немножечко успокаивают. Вы и так горите, вы и так вот прям как зажигалочка, да, там, не знаю, малейшая искра, да, и все, загорелась. Загорелась, и тут уже свои, чужие, у всех головы летят. Вы знаете, вы как меч судьбы. Вот люди, с которыми вас вот так сталкивают, с кем вы бьетесь, вы этих людей всегда бьете. И вот когда человека хотят на место поставить высшие силы, они зовут вас. Потому что вы и есть меч судьбы. Вы любого можете так рубануть, что мало не покажется. Причем вы это делаете настолько четко, ярко, метко, что человек уже и ничем ответить не может. Вы знаете, вы не там бьетесь. Вот я вижу у вас двух мужчин. Один высокий, другой помельче. Один худой, другой пополнее. Это два ваших мужчины, которые в вашей жизни. Есть, были, либо еще будут, в зависимости от вашего возраста. Эти два мужчины. Одного вы зарубите, просто на мелкие части его порубите, но он, и, скорее всего, этого и заслужил. А второй мужчина, вы несправедливо его обидите. Вы потом поймете, что вы несправедливо обидели. Знаете, вот кто-то из вас, а может быть практически все, да, будет сидеть и думать, почему в личной жизни там так не везет. А ответ простой, потому что там, где вы боретесь в социуме, это один ринг, да, а личная жизнь и ваш дом — это совершенно другое. То есть вам нужно различать собственный дом и мужчину, которого вы принимаете, да, не как соперника его принимать, а как свою половиночку, как своего спутника, как часть вашей жизни. А вот социум, да, и все, что происходит там, это совершенно другие вещи. Вам идет именно наука, чтобы вы четко разделяли себя, свой дом, окружающих, да, там, улицу, работу, да, чтобы у вас все было это распределено. Потому что вы такая, вот знаете, вам, как говорится, да, и хлебом не корми, дай подраться с кем-нибудь. То есть у вас такой дух сильный противоречия, что вы, в принципе, можете, ну, я не знаю, на любую тему поспорить. И вы выиграете этот спор, это ваш дар, это ваша способность, это ваши врожденные бойцовские качества. Я вижу третьего человека, который сделает вам счастье. Этот человек будет сильнее, чем вы. Этот человек будет очень мощный, очень сильный, он и внешне будет какой-то прям, я не знаю, богатырь, гигант, но опять же таки, да, относительно вас, потому что девочка может меня посмотреть высокая,
и мужчина ее будет просто, я не знаю, там, двухметровый великан. Может посмотреть меня маленькая, да, маленького росточка, и ее мужчина по сравнению с ней будет и большой, и мускулистый и прочее. То есть это мужчина, кстати, чего-то в жизни очень сильно добившийся. Он при статусе, он при положении, ему есть чем похвастаться, но он этого делать не будет. И этого мужчину вы не только полюбите, вы его уважать начнете за то, что он делает, за то, как он это делает, как он относится к вам, к вашему ребенку, к вашим близким, как он к людям относится. Этот человек полностью перевернет ваш мир. Этот человек идет вам не только любимым человеком, но и наставником. Наставником, который сделает вас лучше. Лучше. Он научит вас быть терпимее. Он научит вас проявлять свою силу умом, только не обижайтесь на меня. Вы просто за собой знаете, вы иногда себя можете ругать за то, что вы где-то перегнули палочку. Да? Этот человек именно идет для того, чтобы вас апгрейдить, да, прокачать, усовершенствовать. В любом случае, мои дорогие, по одному вы пути пойдете, по другому пути пойдете. Вы приходите к тому, что вот это ваша ваза, в которой есть цветы, в которой есть новые какие-то побеги. Это счастье, это семейное счастье, это тихая гавань, это спокойная, стабильная, размеренная жизнь. В любом случае, какой бы дорогой вы ни шли, какая бы вы ни были, вы все равно придете к стабильности, к тому, что в доме будет гармония, к тому, что в доме будет уют, к тому, что в доме будет стабильная, обеспеченная, размеренная жизнь. Потому что и для одной, и для другой девочки, вида, категории, как правильно сказать, да, очень важно именно дом. Дом, чтобы в доме было все хорошо. А то, что вокруг, это уже совсем другой вопрос. Мои дорогие, я вижу, что вас, конечно, разными дорогами поведут, но тем не менее, результат будет прекрасный. И одна, и другая в паре, и одна, и другая счастливы, и у одной и другой есть любовь, детишки и обеспеченность. Этого вам я и желаю. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.